привет! И с вами я, Ольга, и мой канал о вязании Вяжи Мама. Уже 2 недели я ничего не снимала, ничего не вязала. Говорю вам спасибо за то, что вы до сих пор смотрите мои видео, ждете моих видео. У меня в эти 2 недели был страшный невезун. Я пыталась, конечно, каждый день что-то вязать, но это получалось совсем по чуть-чуть, там по пару петелек, просто вот, не лежала у меня душа. А вчера мне в Инстаграм одна из моих подписчиц на историю, как это называется в Инстаграм? Истории, да? Ссылка на сторис, или как, вот когда вот это, на сутки, которая выставляется. Я выставила фотографию из воспоминаний. Знаете, что Инстаграм иногда там через год, например, через 2, через 3, говорит, присылают такое, что вы там опубликовали в этот день, такого-то года вы опубликовали такое-то фото. И я выставила фотографию, вот добавить ее в сторис. И одна из моих подписчиц написала, как же ей нравятся мои видео, что она их пересматривает. И вот это вот послужило таким вот неимоверным толчком, прям зарядом энергии, чтобы опять начать что-то вязать, снимать. Спасибо тебе большое, Ульяна, за такой волшебный просто пендель. Просто вот это было то, что мне надо. И в этом видео я вам расскажу о планах своих, наверное, то, что я собираюсь вязать, напомню. Но ничего показывать из планов не буду, из вязания, потому что, у меня практически ничего не изменилось. Там практически все то же самое. Я еще даже до сих пор не сняла свое видео о результатах проекта 777. Это тоже надо будет как-то на этой неделе снять. Надо, наверное, сесть, написать список того, что вязать. Шапку, по которой я снимаю мастер-класс, она у меня на таком же этапе, как и была. Вот резинка и один ряд. Вот первый я после резинки сняла видео, все. На этом у меня закончилось, ничего не снималось. А тут у меня немножко накопилось моих покупочек, подарочек мне пришел. С Алиэкспресс мне пришли некоторые мои заказики, так что, наверное, я вам это вот в этом видео все покажу, расскажу. О планах тоже, как говорю, я рассказывать не буду, потому что надеюсь, что вот снимать желание у меня никуда не пропадет. И я буду потихонечку, там, может, не каждый день, хотя бы 2 раза в месяц, говорю, 2 раза в неделю снимать видео. Я очень рада, что вы дослушали до этого момента. Всем вам большое еще раз спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на меня, ставите мне лайки, комментарии, пишите. Для меня это все очень важно. Я даже вот эти 2 недели перечитывала ваши комментарии. Там мне, конечно, приходили какие-то комментарии. Я на них отвечала. Вот я ждала вот этот волшебный заряд, который вот сподвигнет меня снимать дальше. Вот о чем я хочу рассказать. О том, что вот уже у нас конец ноября. Я как-то раньше говорила, что я участвую в нескольких обменах подарков. Вот в этом году я участвую, сейчас посчитаем, в скольких обменах. В WhatsApp у нас группа с Инстаграма, это я уже который год участвую. Потом у нас в красках осени 3 обмен подарков. Вяжем вместе. Вот у меня сейчас был обмен подарков. И еще наша местная Брестская области, там с республики нашей группа закрытая. Это у меня 4 обмена подарков у меня. Я, конечно, надеялась, что будет такой же обмен, как раньше у нас был в группе ВКонтакте, что я творю. Ссылку на эту группу я оставлю. Как-то несколько лет подряд я участвовала в обменах в этой группе. Нас делили всех желающих делили там на несколько групп. И мы вязали все игрушку. И между собой, девочки, организатор подбирала нас именно, чтобы мы посылали подарочек в свою страну. Но в этом году не получилось, как не получилось, как бы желающие были, но в группе поменялся администратор, и она смогла найти только одного автора игрушки, который согласился провести
марафон, да, я тоже участвую, вяжу эту игрушку, там такой прикольный снеговик, когда свяжу вам, девочки, обязательно все покажу. Но с Белоруссией, к сожалению, в этом году никто не захотел поучаствовать в этом обмене. Я надеюсь, что я не очень быстро говорю, потому что что-то я сама за собой сейчас замечаю, что я, наверное, включила 5-ю скорость болтания. Так что, извините, если что, ставьте на более медленную скорость. В Ютубе же есть эта функция о том, что можно ускорить просмотр видео, а можно, наоборот, замедлить. Так что, ну, ставьте так, как вам удобно короче, как вам удобнее воспринимать мой сегодняшний трындеж. Потому что это у нас видео чисто болтологическое, трындежное. Ну, короче, покажу сейчас вам все. Ну, начнем, наверное, с моих покупочек. У меня закончился холофайбер, а холофайбером я пользуюсь вот такие вот подушки и киевские. Я купила 2 такие подушки. Ну, одну я уже вскрыла. Вот и киевская подушка. Мне этот холофайбер, который внутри, нравится. Он намного лучше и более такой белый, и по ощущениям более такой мягкий, чем вот этот холофайбер. Забыла фирму, которая у нас в Беларуси, ну, производит холофайбер. Ну, там может и несколько фирм, но как-то называется, не буду. Если я вспомню, то я подпишу название. Если нет, то извиняйте, не подпишу. Ну, так вот, мне последний раз холофайбер не понравился, он был вообще какой-то серый. И вот я вскрыла одну подушку, уже снеговика этого набиваю. Знаете, девочки, вот в этой подушке наполнитель совершенно другой, чем был в прошлых. В этой он какой-то такой более как пух, такой более нежный. И мне кажется, что может он быстрее закончится, потому что он более сминается. Ну, надо его больше, чтобы придать форму. Но ничего, закончим эти, купим новые. Так, вот это у меня первая покупочка. Также мне пришли мои покупочки, говорю, по заказике с Алиэкспресс. Я тут немножко буду шуршать, извините, пожалуйста. Я заказала себе вот такие глазки. Но это не Алиэкспресс заказывала, а на Джума я заказывала глазки. Вот тут лежат вот эти заглушки. Честно, я всегда заказывала глазки без коробочки. Но в этот раз что-то я лазила по Джума. И глазки в коробочке, там на них была какая-то скидка. Какое-то время короткое определенно отведено на их покупку. И, короче, они в коробочке вышли, столько же стоили, сколько без коробочки. Учитывая, что с Джума у нас доставка бесплатная. Так что я вот заказала себе такие глазки. Честно, не пересчитывала. Там, по-моему, 142 штуки должно быть. Я ими еще не пользовалась, потому что у меня еще осталось несколько пар глазок с моего старого набора. Не хочу начинать пока путать. Ну, вот это самые большие. А которые тут самые маленькие, а вот это самые маленькие. Ну, вот такие обычные глазки. Ну, подождала, пока они придут. Где-то месяц я ждала. Но, видите, у меня тут и не везун был, и все на свете, так что они мне пока не понадобились, но я же планирую вязать игрушечку. Иногда все-таки. Так что все в хозяйстве пригодится. Также я заказала с Джума новые пуговицы. Пуговицы, вот, первые, которые я заказала, были вот такие вот цветочки. И еще у меня идет куча наборов. Я заказала в этот день 11-11. Там же у них какой-то день волшебный, скидочный. Вот я тогда заказала много разных наборов. Просто я смотрела на определенную сумму и примерно до этого сравнивала цены. Может, за месяц где-то я смотрела примерно, какие я хочу пуговицы и сколько они примерно стоят. Потому что, я знаю, китайцы, они же такие прошаренные, что они могут сегодня... Так, о чем это я? Нас призвали. О том, что китайцы, они же такие прошаренные. Сегодня они ставят цену одну, завтра немножко повышают. И так, а потом в день скидок, что...
ой, мы тут цены обвалили. А в результате она будет стоить больше, чем изначально. Упс, я тут руки кремом намазала. Что-то они немножко еще подблескивают. Сейчас. Так, все уже так лучше. Так что смотрела примерно, что я хотела. И, ну, примерно помечала себе цены. И, короче, потом заказала кучу пуговичек. Когда придут, покажу. Также я себе заказала тоже 2 маркера вот таких вот. Ну, коробочку от одного маркера я нечаянно выкинула. Маркеров много не бывает, тем более, как я говорила, я участвую в обмене подарков. Маркеры вообще стоили, еще плюс на них был какой-то у меня купон в Алиэкспресс. Короче, я за 2 маркера отдала меньше $1. Ну, просто, девочки, сами понимаете, это из разряда надо брать. Попробовала, вроде бы все, они так нормально щелкают. Сбрасывается, ну, вот такие вот маркеры. Тоже. А то у меня все были черные 3 маркера. 3 маркера я как-то до этого заказывала черных. Ну вот, теперь у меня будут и цветные маркеры. Также, ну, это уже я на Симе заказывала. Ну, не вскрывала, не пробовала, потому что пока еще ничего не вязала жаккардом. Вот заказала себе крючок говорю, наперсток для жаккарда. Ну, не хочу, честно, вскрывать. Может, у кого-то такой был? Расскажите ваш опыт вязания. Просто я хочу все-таки кота связать, а там этого японского фотографию надо попробовать вам вставить сюда. А там есть такой вариант вязания кота, что у него глаз, вокруг глаза вяжется другим цветом. И вот чтобы нитки не путались, хочу попробовать использовать этот наперсток. Еще у меня 2 вот таких кутасика, ну, кутасики, помпончика из кролика, беленьких, они такие в пакетике, это тоже все я на Симе. Девочки, сколько что стоило, не спрашивайте, потому что девичья память, я ничего не помню. Просто вот понравилось и заказала. Ну, вот только что здесь, знаете, нету этих веревочек, они такие вот, надо будет пришивать. О, и пух уже летает кролячий. Они такие, знаете, даже больше вот, ну, наверх шапки их не оденешь. Это вот если вот шапку такую, как для детей, с завязками какими-то такими широкими, и на низ эти кутасики. Вот таких 2 кутасика. Также, знаете, смотрела вот в последнее время, что YouTube меняет свою политику, и многие боятся о том, что с 10 декабря начнут закрываться каналы, которые там, у которых нету монетизации, которые не приносят, как там было сказано, YouTube доход. И некоторых блогеров там смотрела, они говорили, что нечего волноваться, потому что вы же смотрите видео со своих каналов других блогеров, там смотрите их рекламу, значит, за счет вас же все равно приходит эта помощь, денежка Ютубу, ну, что вы смотрите рекламу у других блогеров, там пишите комментарии. Короче, я даже, если честно, вот, а вторые помнят, что говорят, ну, это одни говорят, вторые говорят, типа, что будут все эти блогеры, говорю, каналы, которые не монетизированы, удаляться. Короче, кто правду сказал, неизвестно. Это, я думаю, скоро мы узнаем. Скоро там же у них это все начинается 10 декабря. Ну, тут осталось почти, ну, 2 недели, может, 2 недели с хвостиком. Сегодня у нас какое? 26 ноября. Ну, вот осталось вот ровно 2 недели, и мы очень скоро узнаем вообще, чем все это закончится. Ну, вот это вот, честно, не хочу думать пока об этом. Ну, а сейчас давайте я вам покажу мой подарочек. В одном из обменов я уже получила подарочек. Вот, там был такой шар. Честно, я всегда мечтала о шаре. Таком снежном. Но мне было всегда почему-то жалко на него денег. Не знаю почему. Но я всегда на Новый год, когда я смотрела на эти шары, думаю, блин, в этом году нет, но в следующем я обязательно куплю. Ну вот. Аннушка мне прислала вот такой шарик. А ссылку на канал Ани я оставлю там внизу под видео.
Ребенок, конечно, сразу себе загреб, сказал, что это мое. Ну, была, конечно, в подарке сладкая часть. Ее там уже осталось чуть-чуть. Там я только отвернусь и только слышу, как шелестят бумажки. Ребенок вскрывает конфеты. Там тем более были черноморочка. Это его любимые конфеты. Ну и, соответственно, все. Прям Аня угадала. Вот такой вот замечательный новогодний шарик был. Кремушек для рук. Знаете, вот я попробовала вот этот вот крем. И мне он, кстати, очень понравился. Я не знаю, где Аня купила, но я просто никогда, может, не обращала внимания. У нас в городе я такого не встречала. Но мне он очень понравился. Он с коровьим молоком. Это какой-то российский крем. Вот, производитель Wilson Group Россия, Москва. Мне понравилось, честно говорю. И запах вот тоже у него приятный. Потому что вот некоторый запах некоторых кремов, вот я просто не могу переносить. Сейчас я попробую увеличить. Ну где ж такая, вот как не надо, оно увеличивается. Как надо. О, слышите, вот производитель. Вот так вот выглядит крем. Так, ну возвращаем на обратно. Ну, мне очень понравился. Спасибо тебе, Аня. Подарила мне 2 моточка вот такой вот пряжи. Прям новогодних цветов. Красный и зеленый. Это истинный новогодний цвет. Цвета истинные, новогодние. Даже как-то, знаете, немножко, совсем чуть-чуть искажается. Что-нибудь надо связать такое новогоднее. Еще, правда, не придумала, но я верю, что все равно я придумаю, что из него связать. Может, елочку какую-нибудь маленькую. Посмотрим, будет видно. Вот такого замечательного мышонка с календариком. Это магнитик, он уже висит у меня на холодильнике. Мелкий сразу спросила, кто тебе такую мышку подарил? Он говорит, я тоже себе такую хочу. Ну, у нас как уже на холодильнике висят все магниты, то она там висит. Такая симпатичная мышка. И Аня решила напомнить мне о моем таком иногда хобби. Подарила мне вот такую вышивку. Ой, она отблескивает, потому что уже 9 вечера, я снимаю в комнате. Не знаю, как повернуть. О, слушайте, как-то так повернула. Вроде бы сильно теней нет. Вот такую картину с маками, с деревней. И знаете, вот в принципе вышивать. И там вот набор, там все ниточки, как обычно. И знаете, у меня в комнате обои такие желто-зеленые. И я приложила к обоям, потому что я все думала, какую-нибудь картину может купить. Все равно ж надо что-то повесить на стену. И приложила к обоям. И знаете, вот эта картина вот только осталось вышить. Самое главное осталось. Она, в принципе, идеально вписывается в цвет моих обоев. Теперь только осталось сначала все связать и заняться вышивкой. Девочки, пожелайте мне удачи, чтобы моя мечта не в этом году, а в следующем году осуществилась. Вот такие вот симпатичные, красивые маки, лес, деревья. Ну, такое спокойное очень. Тут нарисована картина на канве. Так что вот, вышивать по цветам будет очень легко. Вот такие у меня покупочки, приобретения были за эти 2 недели. Вроде бы я сейчас так разговорилась. И пока я болтаю, пока у меня язык не болит, надо приступать к дальнейшим съемкам видео. Просто хочу поучаствовать. Сегодня, несмотря что сегодня вторник, уже как бы у девочек 2-й день, в марафоне у Алины, и поэтому надо сегодня снять первое видео, потому что, вчера, честно, не было сил снимать. Вчера утром я проснулась с мыслью, что я хочу снять, потом вечером что-то я была уставшая уже. Я не хочу снимать, не хочу участвовать, но сегодня я все-таки решила, наверное, все-таки я возьму себя в руки и буду участвовать. Так что пожелайте мне удачи. Еще раз вам большое спасибо о том, что вы досмотрели мое видео до конца. О том, что ставите мне лайки,
еще раз напоминаю тем, кто на меня не подписан, подписывайтесь на меня, оставляйте внизу комментарии, нажимайте на колокольчик, и тогда YouTube будет сам присылать вам извещения о моих новых видео, и вам не надо будет в этой своей многокилометровой ленте и выискивать. Смотрите, как удобно вообще. Все в ваших руках. Так что дизайте, пишите, что вы навязали за эти 2 недели. Надеюсь, что это меня еще больше вдохновит, чтобы я вот взяла себя в руки и за этот месяц довязала все свои планы, процессы. Тем более я со 2 декабря ухожу в отпуск, так что я надеюсь, что я зароюсь в свои клубочки, моточки, спицы и крючки и буду вязать. Ну все, удачи вам, а я пошла вязать.